حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق министр Ахмали Цахака Армсофту я как министр бликуется. Здесь он по каждому пункту, по полочкам разложил этого министра, как его надо было разложить. Так он Армсофту Цахака из канала, да, аудио, Армсофту я не все понял, а я отпечатал, да, Цахака Армсофту говорит. Телевизор шпат сделал. А я лишь ба, я Алива. Тот проект, я его сейчас зачитаю, он всего-навсего проект. Это не значит, что он от О до Я правильный, не СД. Вот в этой ситуации я написал вот этот проект. Что к чему я уже говорил. А зачитаю, где же Аза? Главный задает, главный регион. Серьезный вопрос. Проект. Председатель Народного собрания Республики Ингушетия Тумгою М.У. Главе Республики Ингушетия Калимату М.А.М. Скобка для сведения как гаранту Конституции. Совет тейпов Республики Ингушетия поступают многочисленные возмущенные обращения граждан, требующих от имени всех тейпов ингушского народа соответствующих официальных разъяснений по поводу правовой позиции Республики Северная Осетия-Алания, изложенной ее министром по национальной политике и внешним связям канун 79-й годовщины депортации ингушей, в которой утверждается легитимность аннексии ингушских земель. В скобках, позиция кавычка прилагается на 3 листах. То есть прилагается вот это ответ. Первый, по его мнению, то есть по мнению министра, первый, по его мнению, таким фундаментальным актом, даже территориальный вопрос, пишет министр, неоднократно поднимался некоторыми представителями общественной республики Ингушетия, однако существуют нормативно-правовые акты, подтверждающие необоснованность выдвигаемых территориальных претензий. Кавычки закрываются. Первый, по его мнению, таким фундаментальным актом, дающим право Северной Осетии на аннексию территории Ингушетии, назван указ президента Российской Федерации от 13 декабря 1993 года номер 2131 о порядке возвращения места постоянного проживания беженцев и вынужденных переселенцев на территории РСО Алания и Ингушской республики. Пункт 1, которого гласит: подтвердить статус пригородного района как территории, находящейся в составе Республики Северная Осетия. Однако неконституционность указа и, соответственно, отсутствие у него юридической силы очевидны. Ну, статус Ахамгойша – это такое правовое положение. То есть Осетия, Ингушетия, где находится, какое у него правовое положение. Во-первых, президент Российской Федерации Ельцин Борис Николаевич по Конституции Российской РСФСР от 24 мая 1991 года не имел полномочий решать административно-территориальные вопросы республики в составе Российской Федерации. Во-вторых, вопросы государственно-территориального разграничения Ингушской республики на тот период находились в компетенции Верховного Совета Российской Федерации, а не президента Российской Федерации. Пункт 5 постановления Верховного Совета Российской Федерации о порядке ведения действия закона Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. В-третьих, указ был издан на основании закона РСФСР о чрезвычайном положении от 17 мая 1991 года, номер 1253-1, как временная мера, согласно статье 32 которого акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайного положения, утрачивают силу одновременно с прекращением чрезвычайного положения,
без специального о том уведомления. Поскольку чрезвычайный режим давным-давно прекращен, соответствующие акты, даже будучи в момент издания легитимные, утратили силу. И ссылка при этом на изначально неконституционный указ президента Российской Федерации, пункт 1, попытки обосновать аннексию, есть умышленное действие, направленное на продолжение политики геноцида, тотального грабежа захваченных территорий и нарушение конституционных прав ингушского населения. В-четвертых, на момент издания указа Пригородный район не имел статуса, поскольку акты, послужившие основанием для включения его в состав Северной Осетии, уже были признаны неконституционными и утратили юридическую силу. Район лишился своего статуса территории, находящейся в составе Республики Северная Осетия, а Ингушетия еще не приняла свою конституцию, не определила территорию республики, в том числе статус Пригородного района, как территории, входящие в состав Республики Ингушетия. Ну, вы знаете, и по сети нет. Поэтому президент Российской Федерации при всем своем желании не мог подтвердить статус Пригородного района ввиду отсутствия у района такового. Таким образом, указ президента Российской Федерации 13 декабря 1993 года номер 2131 и остальной перечень нормативно-правовых актов, их много, поэтому там 2-3, да, приведено в Северной Осетии об основании аннексии территории Ингушетии, представляет собой кучу правового, в кавычках, мусора. Все эти акты, даже взятые вместе их совокупности, не придают легитимность ни одному акту РСО Алания и ее должностных лиц в силу их неконституционности и, соответственно, отсутствия у них юридической силы, в части, относящейся к вопросу аннексии ингушских земель. Тут надо иметь в виду, эти акты есть там, вернуть там кого-то, это вернуть, это все нормально, может быть, в какой-то степени, так. Но речь идет о том, что касается аннексии ингушских земель, то есть насильственного захвата ингушских земель, насильственного удержания. Вот об этом речь. Республика Северная Осетия обязана была исключить реализацию положения, признанного неконституционным, и вследствие этого утратившего юридическую силу и аналогичное ему положение других нормативных правовых актов, их использование в практике государственного строительства, отменить положение других нормативных актов, основанные на нормах, которые, как не соответствуют Конституции Российской Федерации, признаны утратившими силу, либо воспроизводящие их. В скобках, часть 1 статьи 15, часть 6 статьи 125 Конституции Российской Федерации. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 12 апреля 2001 года, Российская газета от 16 мая 2001 года. Однако РСО Алань не выполняет эти прямые указания закона. Напротив, в статье 64 Конституции 1994 года она включила ранее признанные неконституционными и утратившие силу положение статьи 14 Конституции Северо-Осетинской АССР, скобка СОСР, о вхождении Пригородного района в состав РСО Алани. А в 1205 году на основании этого неконституционного положения, статьи 64, приняло законы РСО Алани об установлении границ Республики Ингушетия, направленный на легитимизацию, в кавычках, аннексии территории Республики Ингушетии. Своими антиконституционными действиями РСО Алания грубо нарушает законное право ингушского народа на восстановление территориальной целостности в границах, существовавшей до их насильственного, незаконного, преступного изменения, продолжает аннексию значительной части, сколько более 100 тысяч гектаров, наиболее плодородных ингушских земель, то есть продолжает грабеж, нарушает конституционные права ингушей. Объективно этому правовому беспределу способствует преступное бездействие Народного собрания Республики Ингушетия, уклоняющегося от принятия собственных законов, необходимых для реализации закона о реабилитации репрессированных народов, в части территориальной реабилитации, из статьи 11 Конституции Республики Ингушетия, проекты которых пылятся на архивных полках аппарата Народного собрания Республики Ингушетия.
вопросы территориального устройства, определения границ и территории Республики Ингушетия, где Конституция Российской Федерации отнесена к компетенции самой Ингушетии и закреплены также в Конституции Республики Ингушетия, статья 76-78. Среди многих проблем, стоящих перед республикой, нет более жизненно важной и безотлагательной для решения проблемы, чем территориальная проблема. Народному собранию Республики Ингушетия Конституцией Российской Федерации Республики Ингушетия предоставлены все необходимые для этого полномочия. В связи с изложенным, Совет ТЭПа Республики Ингушетия обращается к Народному собранию Республики Ингушетия с настоятельным требованием включить в первоочередную повестку законотворческого процесса рассмотрение и принятие законов, необходимых для начала реализации закона о реабилитации и репрессии народов из статьи 11 Конституции Республики Ингушетия, начав с принятия закона Республики Ингушетия о восстановлении границы с Республикой Северной Осетии Алании. Главу Республики Ингушетия просим поддержать настоящее обращение, оказав Народному собранию РИ необходимую в этом поддержку. С уважением, председатель. 20 лет мораторий, Не помню. мораторий на это пригородный район. Кроме разговора с Олжем, да. Какой мораторий? 30 лет мораторий, там, все это. Ну, как это? Я как-то смотрел интервью Мамсурова, бывший президент Осетии Мамсуров, что интервью с корреспондентом. Корреспондент ему задает вопрос о территориальной разграничении между Ингушетией и Осетией. Он говорит, Ингушской республике муниципальное образование закон делали, все границы определить для доклада пригородного района в составе Северной Осетии. Мамсуров, журналист об этом. Я смотрел. Закон о муниципальном образовании. Цена. Закон в 2009 году приняли закон о муниципальном образовании Республики Ингушетия. В соответствии с федеральным законом муниципальное образование создается, образовывается на территории республики. У нас же территории нет, она же не определена. Но дело в том, что закон о муниципальном образовании, он не образовывает, не определяет республиканские границы. Он только говорит о том, что граница, республиканская граница, создаются такие-то такие районы со своими такими. Там может быть больше районов, меньше районов, это уже второй вопрос, так? Как это далеко? Парламент Северной Осетии. Ближе иди. Громче говори. Парламент Северной Осетии, я пригородный район Шоян, утвердительный один. Пригородный Шоян. Так, наш парламент должен был или согласиться, или возразить. Или согласиться, или возразить. Вот теперь Айгила была даже. В 1994 году, 27 февраля, Республика Ингушетия, уже после принятия закона об образовании республики, уже после геноцида 92 года, да, а в 93 году уже так принимает свою конституцию. Ни слова не упоминая территорию, вообще не упоминая. Через 7 месяцев, в ноябре этого 94 года, Галазов принял свою конституцию, где записал пригородный район в составе Северной Осетии. Вот теперь кто? Все. Мы подали пример. Я об этом писал неоднократно, так? Мы подали пример. Мы свое, вот для примера скажу, в 1957 году восстановили республику Чечено-Ингушскую. Да. Восстановили. В 1957 году. Это было 9 января. Да? 10-го, да, поэтому
когда нас выселяли в 1944 году, часть территории, вот южная часть Назрановского района и так далее, передали Грузии. А в 1957 году издали указ Союза СССР о том, что все это отменяется, и пункт 3 статьи указа о ликвидации утратил силу. На второй день грузинское руководство приняло указ о возвращении вот тех земель в Российскую Федерацию. Не Ингушетия, не Ингушетия передала, а в Российская Федерация передала. Так? То есть Союз СССР передал земли Российской Федерации. Вот они на второй день принимают вот этот указ. Вот так должны были поступить, если нормальные люди. Нормально. Так должна была поступить Осетия. Осетия не тогда, даже тогда не так не поступила. Она и по сей день продолжает вот это вот баланду. Да. Конечно, это 100%. Я тут там мягко написал в этом проекте. Объективной причиной является. А прямо сказать, это прямое уголовное преступление. Почему? Потому что в результате того, что парламент наш в соответствии с законом, с Конституцией не говорит. Вот наш закон. По этому закону, в соответствии с нашим правом, не просто так, что мы хотим, это наши исторические, а у нас право есть. Что нам дало это право? Это законное право, это закон о реабилитации причин народов. Нам дал такое право. 3 и 6 статьи закона о реабилитации. Где черным по белому написано, что репрессированные народы, а ингушский народ репрессированный, имеют право на восстановление своей территориальной целостности в границах, существовавших до их антиконституционного перекраивания. И дальше, 6 статье там написано, имеет право на восстановление своих насильственно антиконституционно нарушенных границ. У нас нарушены насильственно антиконституционные границы, нарушены. Почему я все время ставлю вопрос только о границах с Осетией? Потому что установленные в законном порядке границы у нас имелись в Северной Осетии. С Чечней нет. Почему? Потому что Чечню нас объединили, разъединили. В общем, такой вот законом установленной границы у нас не было. Поэтому я там писал, что не здесь, а раньше, что с Чечней надо, вот есть комиссия там общественная организация по определению границ, это надо разбираться и устанавливать в взаимном согласии. Так. А здесь нарушена, насильственно нарушена, антиконституционно нарушена граница. И по закону мы имеем право на восстановление. Вот с этим правом и своими полномочиями самим решать этот вопрос наш парламент обязан был принять вот этот закон. И сейчас обязан он, так? Вот в парламенте. Разумеется. Азиагар вот Хазался в митинге, Маснах Дамалитаче, Ханар ждут. Хадид язер дутит. Az sual yaktır tahan ve hadidiyez ve talatır dol dokda müştebede fididiyez ve özde aziyahar. Atsidiyanda sani özde adasır, vождя адасır, анте, а что не ради политики, а ради того, что понятно было Алармар, уже у меня не личные враги, не в этом дело. У меня личные враги в том смысле, что насколько это против интересов ингушского народа, против ингушских интересов. И Азиагар лет вейды, вей ваш аллсы, вейнак даво батсях, вейнак. Я республик хугяси, мог хубаться, там худаться. Сюда мы должны сперва сказать, это наша земля, верните нам. Не просто на словах, а на основании закона. Измаждаться Азиагар. Если митинги мо понятно, то ады, ядер, то шел, дендер, то мерз, дендер, то самого шендер ягер, ну, воз мало что дикя согой, хага, только халара хитрга. Ну, 93-й год мне все-таки, мне был 14-й год, когда отуча. Я все это прекрасно помню. Я неоднократно бывал во Владикавказе под бомбами,
с солдатами ходил на укрепление в городе Дарсу, меня репрессировали, значит, туда ходил, картошку из колхоза большевик, отгружайте, набирайте картошку из этих бортов, там, как и называют, там, буртов. Там, хотя 14 лет, значит, так, ну, это было мне, когда 13 лет, ну, больше 12 лет было, когда уже в 92-м, то есть 42-м году. Адыгяха, сундык дагиоас. Ну, ушханы, союз, вольвальше, таган садолца, куан садолца, лом садолца, сдуцел, дохлуш. Хантес дох, все-таки, хоздрит, все, да, адыгя. За 79 лет много накопилось, так. Сдуцерала, цеха, шостра, костра, цех, дал, сдуцер, ничего не изменится. Сдогадаш, схахуш. Daar verdient wij een seductie. Лидер Чампутац. Это Азиар. Вот можно акцентировать свое внимание на том, что мы должны делать впредь. Ачултага.